Создан такой калейдоскоп, можно сказать, праздника, такой мир лесной. И вы здесь видите такой полет птиц, вместе закомпонованный с вот этими концентрическими кругами. Таинственный лес и причудливые северные животные. Эмблема векового юбилея на понятном всем визуальном языке погружает зрителя в уникальную культуру коми-народа. Очень ярко и празднично, как того и требует предстоящая дата. По сути, все это уже известные образы. В фауне угадывается пермский звериный стиль, а эти круги с узором, символы солнца, взяты с росписей верхневычегодских прялок. По одной из версий, именно они когда-то повлияли на творчество художника Кандинского, который путешествовал по Зырянской земле. Эти образы, они, в принципе, очень современны сейчас на самом деле, потому что все вот эти графические знаки, которые мы видим в росписях, в различных тканях, они сейчас очень актуальны. И если их немножечко доработать и выразить их современным языком, визуальным языком, то современному зрителю они будут понятны. Сегодня Полина – профессиональный дизайнер, но работать над масштабным проектом вместе с преподавателем начала еще будучи студенткой 1,5 года назад. Первоначальная идея – популяризировать традиционную культуру. После объявления о старте конкурса было решено адаптировать проект. Тогда на так называемом паттерне, фирменном узоре, появился знак «100 лет Республики Коми». Полина написала даже научную статью на эту тему, о том, как транслировать традиционную культуру. А потом после этого был поиск визуальных аналогов. Это, безусловно, акцент на скандинавскую культуру, это акцент на как раз эстетику русского севера. Это был очень большой синтез. И поэтому, чтобы прийти к этому продукту, это нельзя вот просто тут утром проснуться, это все создалось. Это довольно-таки длительная, кропотливая работа. Потом очень долго утверждался сам характер этих представленных животных, да, в каком виде они должны представлены быть. Потом колористическое решение тоже, оно смотрелось в каком формате. Очень было представлено огромное количество разнообразных вариантов. Всего на конкурс, который стартовал в середине марта, поступило больше 200 логотипов. После первого этапа народного голосования их осталось 10. А 15 мая был определен победитель. Авторы признаются, оценили их работу не только рядовые жители, но и профессионалы. Этот проект был победителем международного конкурса в области графического дизайна и также удостоен премии «Зодчество года Республики Коми». Что это действительно не просто эмблема, это довольно серьезный большой комплексный проект, продукт. Кстати, у команды дизайнеров уже накопилось солидное портфолио. Один из последних проектов – дизайн нового культурного пространства. А летом художники представят республику на Арктическом саммите, который пройдет в Финляндии. Работа над логотипом продолжится, чтобы жители смогли увидеть его на баннерах, сувенирах, открытках и самом долгожданном празднике. Таисия Жакова, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.